18 мая – Международный день музеев. Традиционно в свой профессиональный праздник Музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского проводит музейный пикник. Кто чаще всего посещает главный краеведческий музей республики? С какими музеями страны налажено сотрудничество и какие выставки ждут горожан и гостей столицы уже в эти дни? Гостья нашей студии Айталина Решетникова, исполняющая обязанности директора Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Айталина Николаевна, здравствуйте. Музею имени Ярославского в этом году исполняется 132 года. Это старейший музей как в регионе, так и в нашей республике. И скажите, сколько экспонатов сейчас выставлено в музее? Добрый день. Да, наш музей является одним из самых старейших музеев Дальнего Востока и самым старейшим в нашей республике, и самым крупным в нашей республике. Экспонатов у нас очень много. В республике на сегодняшний день есть 9 государственных и 50 муниципальных музеев. Во всех этих музеях хранится примерно 448 тысяч музейных предметов. Из них 147 тысяч предметов – это фонды нашего музея. Ну, экспонируются, конечно, не все музейные предметы. 13–14% от общего фонда – это нормальное число, нормальное количество предметов, которые выставляются не только в нашем музее, даже во всех крупных музеях. Нормально, что есть большой фонд, но выставляется определенное количество постоянных экспозиций. Остальные музейные предметы выставляются время от времени на каких-то выставках. То есть что-то постоянно обновляется, что-то освежается? Обязательно. Может быть, привозят какие-то новые экспонаты? Привозят новые экспонаты из других музеев. Да, мы сотрудничаем со многими музеями нашей страны. С 2014 года, работает проект «Материальная и духовная культура народов Якутии 17–20 веков в музеях мира». Этот проект был инициирован председателем Государственного собрания Илтуменом Александром Николаевичем Жирковым. И благодаря этому проекту, особенно в последние годы, мы очень тесно работаем со многими музеями нашей страны, Российской Федерации. За эти годы мы съездили в Иркутск, Хабаровск, Благовещенск, Москву, Санкт-Петербург и еще Омск, несколько музеев нашей страны, чтобы, узнать, какие предметы по истории Якутии хранятся в этих музеях. И кроме того, мы постоянно сотрудничаем с такими крупными, опять же, музеями, как Музей Восток, это Москва, Российский этнографический музей, это Санкт-Петербург, Хабаровский музей, Иркутский музей. Почти что через год, через 2 года оттуда к нам приезжают с большими выставками. Также мы к ним тоже выезжаем. А какие экспонаты больше всего пользуются спросом и привлекают интерес посетителей? Я не скажу, какие экспонаты. Лучше сказать, наверное, какие-то выставки. На выставках есть такая постоянная экспозиция и есть выставки. На выставках мы показываем те музейные предметы, которые не всегда на виду, и поэтому обычно народ идет на выставки. Выставки наши очень разносторонние. Мы показываем и историю нашей республики, мы рассказываем о знаменитых людях нашей республики, рассказываем и показываем работы народных мастеров, детское творчество, или же показываем какие-то археологические, этнографические артефакты, которые тоже хранятся в наших музеях, не только в нашем музее, в музеях нашей республики, в музеях нашей страны. И обычно такие выставки привлекают очень большое количество посетителей. А как пополняется музейный фонд? У нас есть план комплектования музейных фондов. Каждый хранитель знает, чего у нас нет, каких предметов у нас нет. И поэтому мы делаем план, и по этому плану приобретаем, заказываем, допустим, какой-то костюм у мастериц, или же специально ищем какие-то предметы, какую-то эпоху, допустим, да. И по плану комплектования мы приобретаем сами, организовываем различные экспедиции, и кроме того мы покупаем у населения. А какая научная работа проводится в стенах музея? Главная научная работа, которая проводится в музее, это, наверное, изучение наших фондов. Я еще раз повторяю, у нас 147 тысяч предметов у нас в нашем музее, плюс в наших филиалах. И самая большая, главная работа – изучение этих музейных предметов. Проводится так называемая научная атрибуция. На каждый предмет составляется научный паспорт, и потом этот научный паспорт отправляется в государственный каталог музейных предметов Российской Федерации. Тем самым мы пускаем в научный оборот
вот, предметы из наших фондов. Это главное направление нашей научной работы. И второе направление нашей научной работы – это выставки и экспозиции. Потому что, чтобы поставить выставку, надо очень много прочитать, поработать в архивах, просмотреть весь фотофонд. И поэтому всегда говорят музейные научные сотрудники – это историки широкого профиля. Это наша монография. Если ученый изучает какую-то тему и пишет монографию, статью, то наша монография – это выставка или экспозиция. А что касается просветительской работы с посетителями? Тоже одно из самых крупных направлений нашей работы – это научно-просветительская работа. Это лекции, экскурсии, мероприятия и музейные занятия. Нужно сказать, что количество посетителей у нас растет год от года. Основная часть посетителей – это, конечно же, школьники, где-то 60%, тем более, что у нас бесплатное посещение для всех школьников до 18 лет. И даже вот студенты первых или вторых курсов, которым еще нет 18 лет, они могут прийти и посмотреть наш музей бесплатно. И вот количество экскурсий, количество вообще посетителей у нас растет очень быстрыми темпами. Например, наш Якутский музей в год посещает примерно 100 с лишним тысяч человек. Это 1/3 города Якутска. А если взять по числу, значит, посетителей по всей республике, во всех музеях, это примерно 800 с лишним тысяч человек за прошлый год посетило все музеи республики. То есть почти что каждый житель, исключая, наверное, грудных совсем маленьких детей, посетили наш музей. Не наш музей, не только наш музей, наши музеи, музей республики. И как раз я хотела у вас спросить, сколько вообще филиалов и где они находятся у вашего музея? У нас 4 крупных филиала в районах республики. Самый большой и самый старый – это, наверное, Чиркёвский историко-мемориальный музей. Его люди знают. Он был основан в 1978 году еще, и он был одним из самых востребованных музеев в туристических маршрутах по нашей республике. Был и сейчас, опять же, становится вот таким объектом туризма. И кроме того, у нас есть 3 музея истории государственности. Это музей истории государственности имени Максима Кировича Амосова в Намском улусе, музей государственности имени Исидора Барахова в Верхневилюйском улусе и музей государственности имени Платона Алексеевича Юнского в Татинском улусе в его родине. Получается, 800 тысяч человек ежегодно посещают все эти музеи. Все музеи республики, не только наш музей, наши филиалы, но все музеи. Я еще раз повторяю, что у нас в республике 9 государственных музеев и 50 муниципальных музеев, и у них еще 27 филиалов, и вот всего 86 музеев. И вот эти музеи посещают 800 с лишним тысяч человек в год. Кроме того, проводятся экскурсии, проводятся мероприятия. Вот в нашем музее, допустим, проводится в год примерно 200 с лишним мероприятий. То есть ежедневно почти, да, или через день, или в нашем музее, или в наших филиалах проводятся большие мероприятия музейные с привлечением большого количества населения. Интересно, а много ли иностранцев посещает ваш музей? Ну, по количеству иностранцев я не скажу, но я просто уверена, что каждое туристическое агентство или каждое ведомство, которое приглашает иностранцев или гостей из зарубежья, обязательно посещают наш музей, потому что наш музей рассказывает о нашей республике очень подробно, начиная с древнейших времен и вплоть до сегодняшнего дня. А какие вот самые древнейшие экспонаты представлены на данный момент, самые ценные? В музее все ценное, все предметы у нас ценные, но древнейшие это, наверное, есть такой скифский меч, есть укуланский, вернее, меч, скифский котел, это вот до нашей эры. Есть захоронение, кангаласское захоронение, так называемое, оно тоже относится к вот, очень раннему периоду нашей истории. И ну, еще на слуху, наверное, захоронение вот 17 века, которое у нас, 18 века, которое у нас было в музее, экспонировалось, но потом его увезли на родину, это было захоронение женщины, которая всегда всех интересовала, привлекала в музей, но и это захоронение увезли и похоронили у нее на родине. А вообще у нас, конечно, выставляются в экспозиции только самые ценные, потому что, я еще раз повторяю, у нас очень большой фонд, 148 тысяч предметов, из них мы выбираем самые лучшие, самые интересные, не только по древности, но и по легенде, то есть по истории этого предмета, по тому, как он освещает историю нашей республики. А какие выставки можно посетить вот в ближайшее время?
Сейчас у нас работает несколько выставок. Есть постоянно действующая выставка, это «Великая Победа». Мы ее ежегодно обновляем. Есть, опять же, очень большая выставка по обрядам народов Якутии. И несколько выставок, значит, работают сейчас к году консолидации. Это выставка «Семья единой», выставка «Хомусиста-виртуоза» Спиридона Шишигина и так далее. Очень много выставок. Мы еженедельно меняем наши выставки. А какое вообще мероприятие у вас приурочено к вашему празднику? К нашему празднику завтра, уважаемые горожане, уважаемые зрители, будет большое мероприятие, посвященное Международному дню музеев. Состоит из двух блоков. Дневной блок – это мероприятие называется «Саилык». Как известно, глава республики Айсен Сергеевич, значит, объявил День Саилыка 22 мая, и поэтому наше завтрашнее мероприятие дневное будет посвящено именно вот обряду, традициям, связанным вот с переездом в Саилык, в Летник. А вечером у нас вот уже, наверное, лет 10 будет Ночь в музее. Это мероприятие, которое будет до 10 вечера, с 7 до 10 вечера, и горожане смогут также увидеть различные обряды, связанные вот с историей нашей республики. Будет очень много лекций различных, не только наших сотрудников, но и привлеченных волонтеров, различных ученых, интересных просто людей. Будут мастер-классы проводиться, опять же, по традиционной якутской, по традиционным ремеслам. Будут, опять же, концертные выступления и так далее. Ежегодно наш ночной пикник обязательно посещает очень много народу. И я думаю, что и завтра будет много народу, несмотря на погодные условия. Потому что завтра, наверное, будет большой ледоход, будет, может быть, даже будет дождь, но я знаю, что все равно у нас будет много народу. Всегда, ежегодно так бывает. В наш Международный день музеев, в нашем музее. А программой что-нибудь предусмотрено для маленьких посетителей? Для маленьких посетителей будет игровая площадка, батуты. У нас даже будет живая корова с теленком, будут лошади. Так что, мне кажется, дети не заскучают. У нас будут различные соревнования по национальным видам спорта с призами. Так что, я думаю, и тоже все подойдут с детьми. Я тоже очень надеюсь. Хотелось бы всех поздравить с приближающимся праздником Днем музеев. И я напомню, что это была программа «Актуальное интервью», и гостьей нашей студии была исполняющая обязанности директора Якутского музея имени Ярославского Айталина Решетникова. До встречи в эфире.